Во Львове начал свою работу второй Крымский форум по случаю 40-летия создания украинской Хельсинской группы. В нем принимают участие советские диссиденты, бывшие политзаключенные и родственники нынешних пленников Кремля. Наш корреспондент Исмаил Газиев сейчас находится во Львове. Он расскажет больше. Не сломленные духом, около 100 бывших политзаключенных собрались на 40-й юбилейный форум украинской Хельсинской группы и второго Крымского форума. Проходит он во Львове. Среди участников форума представители России обсуждали репрессии в современной России, войну в Украине, а также соблюдение прав в постсоветских странах. В России сейчас происходит просто откат в советское время. Точнее, многие такие элементы, советские, они сейчас все больше и больше внедряются. Это и массовое оглупление людей через телевидение, СМИ. У нас осталась одна газета, она называется «Новая газета», которой как-то более-менее можем доверять. Я представляю здесь самый центр империи зла. Это Россия. Хельсинское движение испытывает кризис. На форуме принял участие бывший политзаключенный крымчанин Геннадий Афанасьев. Он попросил не забывать о политзаключенных как в России, так и в оккупированном Криму. Я закликаю вас, щоб ви з вашим величезним досвідом нагадали молодим українцям про те, що як і сотню років тому російський агресор вбиває, катує та принижує українців. Це дуже потрібно нашій молоді, щоб вони висловлювали свою солідарність тим хлопцям, які знаходяться у в'язниці. А зараз їх більше 40, більше з них кримчани, більше з них кримські татари. Польский политик и общественный деятель Гражина Станишевская подчеркнула, что важно документировать нарушения прав человека и ездить с миссиями в те страны, где есть такие нарушения. Ważne, żeby dokumentować wszelkie naruszenia praw człowieka, uczestniczyć w rozprawach sądowych, bo tym także się zajmują członkowie komisji. Раньше Крымский форум проходил в Крыму. Он поддержал крымско-татарский народ в его борьбе за свои права. По понятным причинам собрать такой форум в оккупированном Крыму сегодня нельзя. Ми дуже цінуємо те, що ми знову з тими, з якими разом були десятки років тому. Ми не є песимістами, ми великі оптимісти, об'єднуючи наші зусилля, ми все повернемо те, що у нас деякі намагаються забрати. Мы сейчас стоим на пороге того, когда мир должен опять объединиться и изыскать возможность, изыскать эти рычаги для того, чтобы остановить нарождающуюся новую, в очередной раз зарождение этой империи, Российской империи, которая может привести к Третьей мировой войне. Сегодня украинско-хельсинский, завтра пройдет второй Крымский форум. Главная тема – оккупация Крыма и репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму. Исмаил Газиев, Асан Аминов, со Львова, Заман, АТР.